Аборигенная порода северного лесного типа была распространена на территориях, примыкающих к Северному полярному кругу и расположенных в бассейне реки Печоры. Эти плечистые и крепкие лошади веками были неотъемлемой частью жизни народов Севера. Использовались в полевых работах и при транспортировке грузов. Но сегодня печорская порода на грани исчезновения, и ситуацию нужно исправлять, считает коневод Наталья Денисова. Лошади уникальны, поскольку именно под влиянием наших природно-климатических условий и небольшого отбора человека сформировалась интересная и уникальная порода. Порода выносливая, сильная, крепкая. Несмотря на маленькое, скажем, телосложение и экстерьер достаточно сухой и жилистый, лошадь может целый день нести сильную нагрузку без устали и без снижения работоспособности на маленьком количестве корма, в сильный мороз, в метель, по глубокому снегу. Как мы сохраняем какие-то ценные здания, старинные храмы, старинные сооружения, также надо придать такую же ценность и этой породе. Коневод с 20-летним опытом работы даже писала диссертацию по печорским лошадям. Привозила биоматериалы во Всероссийское НИИ коневодства. Лошади в ее хозяйстве были признаны печорскими. На всех на тот момент она получила паспорта. Сегодня она мечтает о том, чтобы в Коми был создан небольшой племрепродуктор, где этот уникальный племфонд был бы сохранен и приумножен. В конном центре Натальи Денисовой чистокровных печорских лошадей было 6. Но сейчас осталось всего 2 – возрастная Ижма и молодая Майра. Эту красавицу печорской породы зовут Ижма. Такие лошади обладают особыми качествами. Они умны, очень сильны, послушны и неприхотливы. Благодаря теплому шерстяному покрову им не страшны северные морозы. Отлично работают как в сельском хозяйстве, так и в спорте. На смену ретивым помощникам пришла сельскохозяйственная техника. Интерес к лошадям печорской породы в аграрном деле снизился. В Минсельхозе согласны, генофонд необходимо сохранять. Тем более, что с введением санкций ограничена возможность получения племенного материала. Но во главе угла встает вопрос экономического обоснования. Найти источник финансирования будет сложно. Ведь сохранение породы сегодня – это скорее область науки, а не аграрного сектора. Что еще сейчас затрудняет возрождение этой породы, это то, что сейчас отсутствует генетический эталон и зарегистрированное описание этой породы. Поэтому, если все-таки создавать хозяйство по разведению печорской породы лошадей, независимо от ее цели дальнейшего использования, то в первую очередь нужно будет начинать с поиска похожего по описанию животного, то есть экстерьерной оценки. И уже выводы о реальности возрождения можно будет сделать только по итогам проведенной работы. Понятно, что восстановление печорских лошадей станет не только важным шагом в развитии отечественной коневодческой области, но и будет способствовать сохранению уникального культурного наследия. Об этом уже говорят ученые. В Институте агробиотехнологий Коми готовы взяться за исследования в рамках госзадания. Ведь улучшение генетического потенциала – одно из приоритетных направлений исследований в стране. И кто знает, возможно, лошади печорской породы еще смогут послужить аграриям не только республики, но и всего русского севера. Анна Кетова, Любовь Лапина, Олег Костромин, Павел Люленмин, телеканал Юрган.